Нынешний Кавказ – это Новый Кавказ. Что значит Новый Кавказ? Это Кавказ после Чингисхана. Но я думаю, что после гуннов, но после Чингисхана в особенности. То есть был чистый Кавказ. Я вам приведу такой пример. Кто из вас помнит, как звали отца пророка Ибрахима, алейхиссалам? Его звали Азар. Вот. Он был делатель этих истуканов. Его звали Азар. Вот. То есть сейчас половина Азербайджана носит это имя Азар. Вот. Это имя из древнеалбанского, албанско-кавказского языка. Вот. Оно означает вообще там несколько смыслов, но они все соединены общим понятием огонь. Адар, Азар – это огонь. Вот. И Азербайджан переводится как страна, защищающая огонь или хранящая пламя. Ну, то есть, как бы намек на поклонничество тут имеется. Вот. Но суть-то не в том. Суть в том, что Ибрахим, алейхиссалам, он был не семитом, как его пытаются изобразить, основоположником еврейства будущего там, и так далее. Нет, он был кавказцем. Он родился на территории Восточной Турции. Вот. Есть место, куда идет паломничество к месту его рождения, да. Вот. Он спустился вниз в сады Салимова, к этим 4 горам, на которых стоит Иерусалим. Вот. И там встретился с Мельхиседеком, который возглавлял как раз семитские племена, и женился на его дочери Саре. Но сам он был кавказец. Поэтому можно считать, что вся пророческая линия, она не семитская, она кавказская. Начиная с Ибрахима. Линия, она кавказская. Поэтому европейцы, они, в общем-то, представляют собой такой законсервировавшийся отросток, до которого не дошли такие влияния, как нашествие Чингиза и так далее. Вот. Но до них дошли арии, которые дали им фольклор, мифологию, религию, типа Один, там, Зевс, арийского происхождения, все, и общий язык. Европейцы же говорят на индоевропейских языках, на арийских, а не на кавказских. А кавказские языки, они сохранились только вот в лице дагестанского, вайнахского языков. На вайнахском языке говорили шумеры, на древневайнахском, что было установлено академиком Маром в 1910 году. Вот, то есть это еще такой протошумерский. Но если посмотреть на топонимы в Ичкерии, то 90% их тюркского происхождения, это юрты сплошные. Нажай юрт, Борзой юрт там, и так далее. Это просто после Чингисхана там практически все было отуречено. Поэтому и генетически, конечно, это новый Кавказ. Но Кавказ обладает такой природой, что он генерирует определенный тип человеческий, пассионарно-огненный, раджасический тип. Несмотря на никакие вторжения, выбивания, ссылки, вырубания и так далее. Это все прямо идет к символическому бренду Иофета. Если я ответил на вопрос по народам, то можно считать, что... А вот от Исаака до Иса, вот это